ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Центральными вопросами на 33-м очередном заседании Совета стали результаты работы в 2017-м. Городадминистрация представила доклад об исполнении бюджета и сделанном, а также перспективах на 2018 год. Вначале депутаты заслушали информацию по денежной теме. Доходы выполнены чуть больше 100%, перевыполнение 2 миллиона составило. Практически тоже на 100% выполнены расходы, не удалось выполнить только расходную часть касаемо программы переселения. На 133 миллиона уменьшили муниципальный долг за 2017 год и 45 миллионов рублей сэкономили на обслуживании муниципального долга. Мэр дополнил эти сведения цифрой, что в 2017-м в горбюджет поступило всего 3% от собранных в МУГО налогов. Это порядка 1 миллиарда 168 миллионов рублей. Численность населения Ухтинского района на конец прошлого года 117 тысяч. Миграция есть. Официальная безработица в городе небольшая, потребность организаций в работниках 2150 человек. Объем инвестиций в экономику города свыше 50 миллиардов, что больше показателя 2016 года. Однако связано это преимущественно с развитием трубопроводного транспорта и Ярикского месторождения. То есть, кроме нефтегаза, особо город не развивается. Что касается перспектив. В 2018 году реализация инвестиционного проекта разработка нефтяного месторождения у Уколы продолжится. Срок реализации этого проекта 2005-2047 годы. Планируется реализовать также инвестиционный проект создания промышленного хаба по переработке нерудных материалов на базе Бельгорского месторождения. ООО «Ухтинский завод строительных материалов». Ожидаемый срок реализации проекта до 2030 года. В ближайшие 10 лет число новых работников должно увеличить до 2000 человек. Из других интересных цифр. В 2017-м проведено 47 ярмарок, в том числе для местных производителей. 3 хозяйствам оказана помощь. 53 молодые семьи получили соцвыплаты на приобретение жилья. В этом году муниципалитет приобретет 12 квартир на Яриге для переселения туда людей. Центральной темой 2017 года стало городское благоустройство. Главные силы были направлены на приведение в надлежащее состояние тротуаров, дорог, дворовых территорий, зеленых насаждений, освещения. Это и ремонтная работа городского фонтана Октябрьской площади, ликвидация 4 несанкционированных свалок, установка дополнительного наружного освещения по улице Оплесина, поселке и в поселке городской типа Водный, обустройство 4 детских площадок. Проведены совместные работы с ОНПП по обновлению Яблоневой аллеи. В текущем году работы продолжатся. Осуществлен ремонт 5 памятников, проведено благоустройство мемориалов и памятных знаков. Проводились работы по благоустройству парка культуры и отдыха. Кроме того, все заметили большой ремонт дорог. Дворовые проезды также приводили в порядок. 64 объекта общей площадью 24 тысячи квадратных метров. При этом места подбирали с учетом мнения депутатов по самым проблемным местам в каждом округе. Из перспектив на сегодня и ближайшее будущее. Ремонт Дома молодежи в этом году, а также взлетной полосы в аэропорту при поддержке газовиков. В обойме также продолжение работ по благоустройству парка Кио, дворов, Яблоневой аллеи, набережной газовиков и так далее. По обоим вопросам депутаты единогласно одобрили представленную информацию. Вопросов не последовало.